Знаменитый американский эколог Барри Коммонер родился 28 мая 1917 году в семье эмигрантов из Российской империи в США. Он стал знаменитым, борясь против разрушения озонового слоя, потому что как биолог, который закончил в 1941 году Гарвардский университет, а потом защитил докторскую диссертацию, он понимал, что это разрушительно будет действовать на биологические объекты. И он сейчас нам оставил 4 знаменитых афоризма, которых мы называем еще и законы Барри Коммонера. Первый закон Барри Коммонера гласит: «Все связано со всем». Это один из главнейших законов экологии, которым мы должны все понимать, что все связано со всем. Но если очень просто взять, то в природе есть биологический малый круговорот веществ, большие круговороты веществ, типа круговорот воды, круговорот фосфора, кислорода, азота и так далее. И кроме этого мы должны обязательно понимать, что в природе все взаимосвязано. И если мы что-то там разрушаем, что-то вносим, то мы это делаем нехорошо. Значит, например, в Китае очень сильно стали гонять воробьев, думая, что они посевы их съедают. А получилось так наоборот, что они погибли от насекомых, которыми питались эти воробьи. Или начинаем истреблять волков, санитаров леса или тундры и так далее. Поэтому все эти примеры показывают, что все связано со всем. Если мы, не понимая этого, что-то делаем, то значит мы как те люди, которые, не зная, как надо ремонтировать часы, начинаем их усовершенствовать, то, конечно, остается много запчастей, которых мы потом не будем знать, где приложить. Очень большие проблемы с лесными пожарами, с вырубками, потому что все это приводит к тому, что все было связано, а тут мы разрушаем. И поэтому, и даже когда много леса горит, когда много леса мы вырубаем, то, значит, становится меньше кислорода, становится больше углекислого газа, больше фреонов, которые разрушают озоновый слой. В связи с этим мы, конечно, должны понимать, что есть даже в социальной жизни очень много связано со всем, потому что если я сердитая пришла, значит, все это я буду приводить к людям, и будет нервная обстановка. Поэтому этот закон относится ко всем. Второй закон говорит: все надо куда-то девать. Это становится сейчас архиважным, потому что все, что мы хотим, мы становимся очень жадными, алчными, очень много накапливаем, начинаем что-то делать, а все куда-то надо девать. Было у меня пример, спрашиваю у школьников, да, все ли вы хотите иметь машину? Лес рук, все хотят иметь машину. Я спрашиваю дальше: а что вы смотрите за этими машинами? Дети говорят: красивый коттедж. А что еще дальше? Какой-то мальчик говорит, что красивую девушку. Я говорю: вопросы спрашивает у вас эколог. Что вы видите? И тогда начинают смотреть, говорят, чтобы эти машины делать, сколько, оказывается, нужно
руды добывать, сколько заводов должно быть, фабрик должно быть, сколько должно быть дыма в атмосферу пуститься и так далее. Поэтому вот все надо куда-то девать. Эти машины куда девать, эту одежду куда девать. Все, что мы сделали, куда девать. Об этом мы всегда должны думать. Следующее, вот то, что мы сейчас говорим, что производим очень много. Добываем нефть, газ, из них делаем разные вот целлофаны, полиэтилены и так далее. А между тем в природе нету таких организмов, микробов, бактерий, которые бы их разрушили. И таким образом мы очень много накапливается уже ненужного для природы веществ. Куда их девать? Что с ними сделать? Вот сейчас нам нужно об этом думать, и мы думаем, сейчас нужны вот такие производства, как малоотходное производство. Да? Все производители должны думать, куда будут деваться их продукты. И вот сейчас тоже очень важным становится, например, те же памперсы. Да? Куда их девать? Как их утилизировать? Вот это все, значит, производитель должен думать за это, и за это он должен платить налоги. Если мы сейчас вот очень дорогие печи, которые должны вот их утилизировать, они стоят миллионами рублей. И тогда куда эти деньги, кто их должен возмещать? Возмещать должны производители. Вот все куда девать. Вот об этом мы должны всегда думать. И чтобы об этом думали, мы сейчас в университете начинаем, да, кафедрой экологии, проводить конференции научно-практические с выставками и так далее. Каждый 22 апреля, День Земли, конференцию «Отходов дохода». Ну, чтобы как-то хоть уменьшить, научить управлять этими отходами, научить, чтобы что-то сделать из них и так далее. Задач, конечно, очень много в этом отношении, и нам бы хотелось, конечно, чтобы вот все и руководители, и производители, и все вот мы, население, понимали, а куда девать все, что есть. Третий закон Барри Коммонера – это закон гласит: природа знает лучше. Да. Мы еще недостаточно знаем свою природу. Мы не знаем достаточно, что связано со всем. Вот есть очень хороший пример. В Перу, например, закрыли одно дерево. И внизу поставили ловушки. Это дерево у них где-то под 100 метров высотой. Да? Обработали его. И выпало, как говорится, внизу столько много всяких, как говорится, насекомых и так далее. Их было миллионы, 10 тысяч разных видов. Ученые сами удивились, почему? Потому что многих этих видов они не знали. И мы не знали тоже, чему, почему, для чего вот то или иное насекомое, или червь, или что нужны вот этой природе. В природе ничего не бывает лишнего. Все связано со всем. Потому что вот мы говорим продуценты, консументы 3 порядков, редуценты. В природе все перемалывается, все делается, все переходит в почву. И вот таким образом это миллионы лет существовало. А почему мы называем зеленые растения продуцентами? Потому что это единственные организмы или растения, которые солнечную энергию превращают в органику. И таким образом, вот есть много зеленых растений, значит, будет много консументов 1 порядка, то есть травоядных. Травоядных будет много будет консументов 2 порядка, плотоядных. И будет консумент, и их всех будет контролировать консументы 3 порядка, это хищники. Значит,
А все остатки от всех будут, как говорится, превращать в почву редуценты, то есть разные микроорганизмы, бактерии, черви, клопы там, и так далее и тому прочее. Если мы этот закон опять же нарушим, то, естественно, начнутся разные экологические проблемы. Вот следующий закон гласит: за все надо платить. Или по-другому еще назвать: не все дается даром. Вот что мы должны платить? Вот теми же, например, мы сейчас очень много добываем. Куда их деваем? А если они вышли из-под земли, они начинают под снегом, под дождем, под солнечным светом, с ветрами, начинают очень быстро разлагаться, появляется очень много химических веществ, которыми мы не знаем, как их регулировать. И начинаются всякие болезни, различные болезни, и очень много чего отмирает. И мы не знаем, или вот наконец-то, например, поняли, что атомная энергия, например, да, мы считаем дешевой, но как вот Чернобыльская авария или Фукусима авария, они показали, что это страшное дело. Это страшно, и никакие миллиарды это уже никак не возобновят нам те экосистемы, которые погибли из-за этого. И еще продолжают погибать. Вот поэтому человеку, который вот в природе занимается, который с природой общается, который природопользованием занимается, все должны понимать вот эти 4 знаменитых закона Барри Коммунера. Все связано со всем, все надо куда-то девать, природа знает лучше, и за все надо платить.